Нас в прекрасный момент могут арестовать, посадить в СИЗО. Дочь моя прошла крестина, 10 месяцев была на Володарке. Унижение вот эти все физическое, это тоже не прошло мимо нее. Я пошел на сделку, мне дали документы, бумаги подписать. Если я буду давать показания, то меня выпустят. Принадлежности данного никнейма другому, нежели Коновалову лицу, сообщил и скрывшийся от суда Лукьянов. Я смолодушничал, может быть, надо было рискнуть семьей и детьми. И родители иногда прикрываются своими детьми для того, чтобы получить меньше срок или сохранить свою жизнь. Во время военных действий ходил по хатам, брал продукты, некоторые ценные вещи. В таунхаусе я ходил, откровенно, как к себе домой. Я понимаю, что это преступление. Он рассуждал о человеческих жизнях, о жизнях маленьких детей с таким же хладнокровием, как он скрывал дома. Давай, оп, не так быстро, не так быстро. А зачем ты так быстро? Супер, а обратно, вверх. Только надо подтягиваться. Ваня, не надо так быстро. Ты пальцы неправильно держишь. Когда вот у нас звучало тогда, что срок 5,5 лет, и он говорит такой: бабуля, а 5,5 лет это много? Я говорю, много, Ванюш. Он мне говорит, сколько это дней? Я говорю, Ванюшка, это очень много дней. И он такой, ну почему такой вот? Знаешь, мы вчера вот только сидели и думали, что все это время вышло очень мало людей. Потому что я сказала, что сегодняшний день все покажет, и он реально показал. Что нас даже не 97%, я думаю, на 100%. Очень много. Это только Минск, а сколько еще собралось по всей Беларуси? Стоило это всего? Конечно. Не считая того, что у меня было 2 обыска, но я иду дальше. Меня не сломали ничем. С Тоней Коноваловой мы были подругами. По продолжительности мы не так долго друг друга знали, но это вот такие отношения, когда вот с человеком вот максимально комфортно, и такое чувство, что вот, ну, ты знал его всю жизнь. Мы познакомились 26 мая, когда я пришла на Комаровский рынок собирать подписи. И она просто подошла, говорит, давайте я буду как-то помогать. Я тоже вот подавалась как член инициативной группы, меня не взяли. И я ей предложила быть волонтером. Я говорю, давай ты будешь моим волонтером. Она говорит, отлично, хорошо, давай. Про телеграм-канал «Армия с народом» я знаю не очень много. Он был создан для того, чтобы привлечь на сторону протестов людей, которые в форме. Там не было призыва к насилию, это 100%. Там максимально было прописано, как защититься девушкам, если на них напали. Там самое жесткое было о том, что там у девушек всегда там есть, там, например, пилочка для ногтей, и если там на вас напали, начинают забивать, вот, ну, вы можете там либо газовый баллончик с собой носить, да, чтобы дать хоть какой-то минимальный отпор. И уже позже я узнаю, что там мой зять администратор телеграм-канала. Я это узнала после того, как его задержали. Задержан был на улице первый раз, потом был обыск у нас в Минске в квартире. Потом его отпустили, тут же опять задержали и опять отпустили. То есть он, ну, максимум провел сутки в РОВД. Его никто не бил, но было уже возбуждено уголовное дело. И мы принимаем решение, вот сидя дома, мы все принимаем решение, что ему надо уезжать. И он уехал 12 июля 2020 года. И я не могу сказать, была ли Тоня в этом телеграм-канале или не была, я не знаю. Я знаю, что у нее была такая большая нагрузка, ей было некогда. Но я знаю, что кроме того, что ее муж, администратор был этого телеграм-канала, она больше ничего не имеет общего с этим телеграм-каналом. Тони в этом чате не было. Ей, на самом деле, и некогда было сидеть даже в этом чате. Она занималась организацией по Минской области вот этих вот митинговых площадок. Я в этом чате была, мне была интересна эта тема, поскольку я военнообязанная, ну, я же врач по образованию.
Началось у меня в 2019 году. Я начал активно интересоваться политикой ввиду того, что были серьезные предпосылки о присоединении к России. Я вступил в партию Статкевича, Народная социал-демократическая партия, Народная громада. Началась депутатская кампания 2019 года, я в ней активно участвовал, частично применял свои творческие способности, делал плакаты какие-то, наглядную агитацию для них. 2020 год, только партий было мало, я интересовался другими структурами. И как-то по духу, по мотивации, по тенденции, по каким-то концептам мне было близко тема «Армии с народом». Это телеграм-канал, чат. Я вступил в него, тоже предлагал какие-то свои идеи, мы общались с людьми. Да, у нас была единожды встреча с участниками телеграм-канала, чата «Армия с народом». Там было до 10 участников. Я приехал позже всех, там уже было активное обсуждение. До этого я людей этих никого не знал. Мы не представлялись, скажем так, по паспорту, мы не давали никаких контактов. Мы в лучшем случае визуально друг друга узнали, запомнили, сложили какую-то свою картинку, представление друг о друге. Были несколько женщин, какое-то количество мужчин. Я была занята, я была с ребенком и вот предпочла с ними остаться. И поэтому меня не было на этих шашлыках, а Тоню позвал Сергей, муж, потому что они на самом деле, они практически месяц не виделись, потому что у нас была такой активный сбор подписей, мы же там постоянно ездили по всем городам, потом мы на протяжении недели это все там днями, ночами считали, раскладывали. Я не могу сказать, когда это было, но я знаю, что это было. Тоня моя говорила, что Сергей встречается там с ребятами, и я поеду с ними на шашлыки. Был выходной день. Вот она поехала, и вот благодаря этому, я не знаю даже, вопреки этому, я не знаю, как правильно сказать, что она получила свой срок. Если вот, я не знаю, разговаривать таким простым языком, что моя дочь выехала с мужем, с его компанией на природу, нанизала шашлыки, порезала огурцы, и за это ей дали 5,5 лет. 21 июня был первый обыск. Тогда я находился дома после работы, это был понедельник или будний день. К нам постучали в дверь. За пару дней до этого я узнал, что мы беременны 3-м ребенком. И я немножко переосмыслил свою позицию и свое участие дальнейшее. Меня забрали на ГУБОПИК, Революционная 3. Меня закрыли на сутки. После суток было решение суда о штрафе 50 баз, 25 и 25, якобы за оскорбление сотрудников и за сопротивление. До момента второго обыска прошло чуть больше месяца. 29 июля к нам пришли второй раз. Меня завезли в ГУБОПИК, впоследствии я уже узнал. Плотно сжали наручники, бросили на пол в кабинете, обдали холодной водой. Я не давал никакие показания, они это записывали на камеру, все. Угрожали, что потом, куда-то буду сброшено это видео, что это якобы не вода, что я как будто обмочился. Впоследствии меня завезли на СИЗО Окрестино. И в течение 3 суток, 72 часов, они должны были мне предъявить обвинение. Где-то ближе ко 2 суткам, когда ко мне все-таки мой адвокат добралась, ее очень долго не допускали к разговору со мной. Она сказала мне, что семья никуда не уехала, они по-прежнему там же проживают. Я понял, что у меня нету никаких вариантов. То есть, либо рисковать судьбой ребенка, по сути дела, плода беременной супругой, да, на раннем сроке беременности с учетом всех переживаний. Я пошел на сделку, мне дали документы, бумаги подписать, соглашение о сотрудничестве, о неразглашении и о невыезде, соответственно. И дали слово, якобы, если я буду давать показания, то меня выпустят. Я дал показания устные в присутствии адвоката, впоследствии дал показания на видеокамеру. Фактически 2 эпизода, которые они требовали каким-то образом освидетельствовать. Это наша встреча активом армии с народом на озере, на речке.
И второй эпизод – это о Статкевиче немножко. Я фактически сказал то, что я знал на тот момент, что мы встречались такого-то, такого-то числа, в такое-то, такое-то время на озере. Там были мужчины, женщины, приблизительно описал их внешние признаки, как они выглядели, и приблизительно модель поведения, то, что они говорили в этот момент времени, с учетом небольшого промежутка времени, который я там находился. Тогда я еще не знал ни их имена, фамилии, то есть очень косвенно и поверхностно описал. Показания в отношении Статкевича дословно могу даже озвучить. Я сказал, что Статкевич призывал к бойкоту выборов. Он делал это публично, то есть я в этом моменте схитрил, потому что это противозаконно, это подсудно в Беларуси. Суть соглашения моего на тот момент с КГБ и с ГУКБОПиком заключалась в том, что я даю разрешение на сотрудничество, то есть соглашаюсь на сотрудничество. Это была единственная наша встреча, когда принудительно под давлением в СИЗО, с учетом угрозы семье и детям, я дал показания. После этого, когда я вышел, я обеспечил отъезд супруги и свой выезд, чтобы никаким образом в дальнейшем с ними не сотрудничать. За время второго этапа предвыборной кампании у нас был также друг, знакомый Игорь, и получалось так, что мы у него в багажнике, в машине все складировали. Там колонка, какие-то открытки, шарики. Просто впихивалось к Игорю в багажник, там куда? К Игорю в багажник. Это точно было воскресенье, это был сентябрь, было воскресенье. И Игорь уже просто попросил, он говорит, слушайте, все, уже почти месяц прошел, как закончилась предвыборная кампания. Вот, в конце концов, мне надо разгрузить багажник. И вот мы встретились с компанией, я пошла за кофе, и в этот момент так резко заезжают два черных тонированных буса, заезжает машина ГАИ, резко выбегают люди там, и они сразу задержали Пашу знакомого, Игоря, Тоню. Я подошла, включила запись, начала спрашивать, а что происходит, а на основании чего вообще происходит задержание. У меня начали вырывать телефон и тоже задержали. А в связи с чем? Предъявите, пожалуйста, документы. А вообще что происходит? На основании чего? А что происходит? А что происходит? А на основании чего? Сергей уехал 12 июля, он пробовал перейти границу, законно. У него не получилось, и он уехал в Россию. Он устроился там работать водителем, и он работал. Он говорил, что всю армию с народом сдал один человек. Когда арестовали дочь, он слезно просил нас уехать. И он меня просил, Анатольевна, послушайте меня, это серьезно, заберите детей. Тогда мне казалось, что моя дочь, она ничего не делала противозаконного, должны разобраться и отпустить. То есть она законно собирала подписи, она законно проводила пикеты, у нее бейдж был тоже выдан законно, все было законно. Дочь мою арестовали 6 сентября, а уже 11 сентября я была уже в Украине. Я знаю, что когда мы вышли на связь с зятем, он плакал. Он плакал от радости, что мы пересекли границу. Ведь на самом деле и мне, и Тоне, поскольку у нас несовершеннолетние дети, нам дали просто штраф. И ей, и мне, и я, когда выходила, мы еще оставались ждать Тоню, потому что все были уверены, что она вот-вот должна тоже появиться. 7-го она не вышла. 9 вечера нам позвонил следователь, сказал, что она задержана. Мы стали искать адвоката, помогли мне тоже девочки с адвокатом, но зять мой, он сказал, что у был хороший адвокат, и пусть она будет. Он настоял на этом. И так у нас появилась женщина-адвокат. Скажу так, что на протяжении, как Тоня наша сидела в СИЗО, она криком кричала, что у меня за адвокат. Если он такой, то лучше не надо. Ко всем людям ходят, ко мне не ходят. Мы поехали по объявлению смотреть комбинезон для Насти. И я очень долго шла и разговаривала с зятем. Это был 2 октября. Как он вернулся, я не знаю. Мы с ним больше часа разговаривали. Потом я говорю, все, Серега,
Дождь идет, дождик начинается, говорю, у меня пойду с малышами. Мы уже пришли. И буквально в течение часа я узнаю, что его задержали. Наверное, в середине октября пришло от нее письмо, где она очень просила поменять ей адвоката. В тот момент тоже задерживали моего друга Моисеева Олега, и у него адвокат был Андрей Мочалов. И мне настолько понравилось, как он выстраивал защиту. И когда от Тони поступила просьба о замене адвоката, я, естественно, сразу связалась с Андреем, он согласился. Получается, заключили договор и с ним тоже, и он шел как второй адвокат. И когда буквально перед судом она отказалась вести дело, а у Андрея на тот момент уже тоже огромное количество дел было, он посоветовал своего знакомого, не менее хорошего адвоката, тоже просто замечательного, Сергея, и заключили уже договор с ним. Но на самом деле он там это дело получил буквально за 2 дня до суда. Когда уже дело передали в суд, и тут мы узнаем, что Тоня идет, у нее 293-я, и она идет по делу армии с народом. Еще надо сказать, что Тоню мою обвиняли все и выбивали показания у ребят, что Тоня моя была под ником «Дочь полка», а дочь полка она призывала к радикальным действиям. Она скрывала до последнего и не сказала, что она параллельно и является адвокатом этой дочери полка. С учетом того, что впоследствии, когда Антонину Коновалову посадили, этот никнейм появлялся в Телеграме, периодически она открывала на меня охоту своеобразную, там, обвиняла меня во всех грехах, связанных с армией, с народом. Я так понимаю, что это не Антонина была. Но вот достоверно, кто этот персонаж, я 100% ответить не могу. То, что Лукьянов натворил в Беларуси, я знала со слов одной из активистов партии Николая Статкевича, Хелен Менской, которая знала историю Лукьянова, о том, что он, скажем так, дал показания против участников партии Николая Статкевича, потому что мы с ней пересекались по волонтерским делам в Украине. От разных людей поступала информация, когда я начал, может, я ошибаюсь в человеке, узнавать что-то. Информация подтверждалась тем или иным образом. Также по делу, предположим, армии с народом, когда я начал общаться с Черниговским домом прав человека, девушкой, которая занималась ведением административных дел этого дома, я так как бы узнал, что она является одним из организаторов канала «Армия с народом», и, по-моему, она была под ником «Дочь полка». По поводу телеграм-канала «Армия с народом». А кто там был под ником «Дочь полка»? Я не могу этого сказать, я не могу этого знать. Я так понимаю, что под этим ником скорее был мужчина, потому что там были резкие такие высказывания. Но я не уверена, что это был Лукьянов, я больше чем уверена, что это был кто-то другой. Если этот ник каким-то боком там и относился, даже не технически, а просто вот по касательной к Антонине Коноваловой, то мне просто очень жаль. Угу. А скажите, пожалуйста... Вот так вот ее за это привлекли. Скажите, пожалуйста, а адвоката для защиты Антонины посоветовали вы? Да. А почему перед судом адвокат отказалась защищать Антонину? Ой, нет, стоп. Адвоката посоветовала не я. А кто посоветовал? Подождите, одну секундочку. Давайте выясним, про какого адвоката мы говорим. Ее задержали в тот же день вместе со мной. Либо она была в Солигорске, либо в Светлогорске, я могу путать немножко, Лисиповиче, что-то такое. Ее задержали в этот же день ГУБОПИК. Насколько я понимаю, у нее был ребенок малолетний тоже. И ее отпустили так же, как меня. Но я читал пост, по-моему, ВКонтакте был ее пост, что она не сломалась,
она не дала никаких показаний, ее отпустили по каким-то причинам. Мне показалось это немножко странным, я, конечно, не могу обвинять человека в неправде. Доводы обвинения опровергаются оглашенными показаниями обвиняемого Ярошевича, который на допросе 5 октября 2020 года показал, что никнейм «Дочь полка» использовала иное лицо, нежели Коновалова. Принадлежности данного никнейма другому, нежели Коновалову лицу, сообщил и скрывшийся от суда Лукьянов. Была аудиозапись, в которой упоминалась моя фамилия. Я эту аудиозапись прослушал, мне скидывали журналисты. И единственное, что там было сказано, что я не явился для дачи показаний в суд. И адвокат, не помню, кого именно из представителей обвиняемых, но этот факт засвидетельствовал. Всего заседаний там было около 7 или 8. Самые жесткие показания давал Лукьянов и Коршун. Самое интересное, что прокурор даже не ставил под сомнение, что вот это был именно ее аккаунт. Хотя я 100% знаю, это был не ее аккаунт. Я знаю ее аккаунт, с которого она писала. Вот. А учитывая то, что ее даже в той группе не было, плюс у них же и телефон был, который они вместе с Тоней забрали. И было очевидно, что это точно не дочь полка. У дочери с ее мужем статья 293, основная, там еще есть. И они осуждены оба на 5,5 лет. Только у зятя строгий режим. И до сих пор они отбывают срок. На слуху у всех ходило, что Сергей Лукьянов сдал ребят, которые были администраторами канала «Армия с народом». Мне это сильно не болело тогда, пока не был приговор. А тут ее судят за то, что она дочь полка. И вот это вот все на нас как-то навалилось, это все. И вот тогда вот заболела, сильно заболела, в принципе. Потому что я понимала, что ее изначально кто-то к этому вел. Мне написали об этом, что Антонину Коновалову и Сергея Ярошевича признали, занесли в списки террористов. Любимые мои родители, я благодарна вам за то, что вы дали мне часть себя, самую большую свою часть. Знаю, как вам сейчас тяжело в этот период времени. Вам нужно заботиться не только обо мне, но и о самых дорогих человечках в моей жизни. Я знаю, вы обязательно справитесь. Я вас очень люблю. Самое главное, что вы у меня есть. Вот это действительно главное. Я вами очень сильно горжусь. Дорогие мои друзья, мои ребятки, как мне сейчас хочется вас обнять и поделиться с вами всеми своими эмоциями. Вы у меня уникальны. Каждому из вас я говорю спасибо. Улыбайтесь своим проблемам, бедам и неудачам. Мы выше, мы сильнее, и нас невозможно сломать. Помните об этом. Я благодарна всем, кто поддерживал меня в каждом уголке нашей необъятной Родины. За прошлый и нынешний год у меня появились близкие и по-настоящему родные люди. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы есть. Вы мой тыл, моя любовь, моя надежда и моя вера. Вину свою при предъявленном мне обвинении не признаю никогда. Мы занимаемся церковными мозаиками, но я к этому не сразу пришел. Да, можно сказать, что родился художником. Я человек верующий, но моя вера, она изменяется очень сильно. И воцерковился я на первом курсе в Витебске. Частично вера проникала и в творчество, и как-то взаимодействие происходило между творческой личностью и верой, как бы религиозностью и какими-то переосмыслениями, смыслами. Почему я выбрал Украину? Потому что это была кратчайшая сухопутная дорога в нейтральную относительно белорусского и российского режима страну. 23 августа я въехал в Украину. Какое-то время находился там в положении, скажем так, подполья, нигде не высвечивался, ожидал приезда супруги. У нас было одно из собраний
людей, которые создавали инициативу «Белорусский дом в Украине». Она проходила у нас в квартире. Мы снимали с одним парнем знакомым квартиру. И один из наших активистов привел с собой на это собрание Сергея Лукьянова. Он был очень активный, включился в работу, предлагал различные инициативы. С 30-31 октября мы заселили супругу с детьми в Бучу. Мы, конечно, взяли в долгую аренду жилье, потому что мы не виделись очень долго уже. Но в какой-то момент случилось убийство Романа Бондаренки. С 11 на 12 ноября. На 12 я был в течение дня около 11 у посольства. Там постепенно начали приходить белорусы. И с этого момента началась варта. Ну, как она началась? Когда в 9-10 люди начали расходиться, мне этого было недостаточно, меня переполняло все внутри. Я понимал, что я там ничего не мог изменить. И в какой-то степени я бежал, потому что я ничего не могу изменить. Но здесь-то от чего бежать и чего бояться? Неужели мы здесь не можем ничего изменить? Ну, хотя бы засвидетельствовать о том, что там происходит. Хотя бы давить на них психологически. Я говорю, я остаюсь, пока смогу. Люди приходили в течение ночи, мы достояли до утра. Этой же ночью приехал, где-то в 2-3 часа ночи, приехал боцман со своей бригадой. Многие повелись на его харизму. Человек Сергей Лукьянов, умеющий хорошо манипулировать. У него много идей всегда. Кто-то считал его очень таким активным и продвинутым в гражданском протесте человеком. Кто-то повелся, кто-то нет. Конечно, точкой невозврата было то, когда он без разрешения нашего, как людей, которые создавали Белорусский дом в Украине, пошел на стрим к Сергею Коротких. Это было для нас неприемлемо, такая реклама. Ну, он посчитал, что это приемлемо, и наши дороги разошлись. Ко мне подошли сотрудники ГУБОПИКа и предложили сделку. Предложили сделку, чтобы я начал стучать на своих, чтобы я начал сдавать людей. По причине того, что они на первом обыске угрожали, что супруга не доносит ребенка, детей заберем в детский дом. Вот. Предложили сделку. Первые сутки я отмалчивался после предложения. Когда я понял, что моя супруга не может уехать, сбежать, чтобы они никак не могли повлиять на нее, я принял их предложение, дал показания в адрес людей, с которыми мы занимались телеграм-каналом «Армия с народом», но я постарался минимизировать ущерб для дела, для людей. Я обозначил, что я могу описать их внешние признаки, но не знаю их личных данных, имена, фамилии. Я был дважды на стриме у боцмана. Первый раз я был один, когда он меня приглашал рассказать историю о том, как я выехал на велосипеде из Беларуси, и о давлении режима и о всем остальном. Я пошел на стрим боцмана, потому что любая фигура, которая пытается в околополитической, любой человек, который в околополитической теме пытается что-то продвигать, ему нужно где-то светиться. У боцмана я не разделяю его убеждения во многом и во всем возможном. Я не являюсь ультраправым националистом. Я много в чем мнение с ним не согласен. Но это была публичная площадка гораздо больше, чем мы имели на тот момент. И нас больше никуда не звали. И, соответственно, я этот ресурс решил использовать. Я не уехал из Украины с началом войны по одной простой причине. Я давал большой процент на то, что случится война. Я рассматривал для себя вариант выезда всей семьей за пределы Украины, но было одно маленькое «но». У меня был запрет СБУ на выезд из Украины для меня и моей семьи. Мы тогда находились в Украине в процедуре получения статуса беженства. Когда все началось, 24-го, я успел сходить в магазин,
закупиться небольшим объемом продуктов. И плюс-минус началась стрельба уже в Буче. На тот момент, к сожалению, наша готовность, и то, как мы считали, что мы готовились к этой стрессовой ситуации, мы оказались абсолютно не готовы. Был предложен нашим другом один вариант выезда вглубь страны, но я считал риски внутри Украины везде высокими. Поймать осколок на дороге, в машине с детьми я не хотел. Первый акт проникновения в жилище соседнее случился накануне того, что нашу улицу должны были зачищать. Я владел информацией о том, что есть какие-то списки расстрельные, якобы активистов с Беларуси, ну, протестных, скажем так, что может быть зачистка. Возможно, это было фейк какой-то, но информация такая была. Я не хотел проверять на собственной шкуре, будут ли насиловать мою жену и детей. Я переговорил со всеми соседями смежных участков и спросил, возможно ли, чтобы мы спрятались у них, когда будут обыскивать наш дом. На 3 участках проживали на тот момент всю оккупацию люди, они отказали. И оставалась четвертая часть забора. Это 7 отдельных таунхаусов, которые объединены в общий комплекс с одним забором. У нас уже было окошко в забор к нашему соседу, которое мы сделали совместно по обоюдному согласию. Я принял решение, что я взломаю, открою аккуратно заборы, чтобы сделать проходы. И открою аккуратно таунхаусы, чтобы можно было спрятаться там. И первоначально я проник для того, чтобы использовать помещение как укрытие. Я открыл дверь с утра. Когда увидел, откуда движется техника, и они начали обыскивать на улице соседние дома, мы спрятались, супруга с детьми и я спрятались в дальнем таунхаусе и наблюдали, просматривали наш участок и улицу. Но таунхаусы их 7. То есть я все вскрыл для того, чтобы обеспечить вариант укрытия. Мы даже там ночевали какое-то время, когда была жесткая бомбежка, когда таунхаусы — это как минимум 2 бетонных плиты перекрытия, а наш дом — это саманный, по сути дела. У нас, конечно, было бомбоубежище, но оно было очень холодное. В таунхаусы я ходил, откровенно, как к себе домой. Это некрасиво, конечно, это все неправильно, я понимаю, что это преступление, но мне нужно было инструмент какой-то. Я приходил и брал для выживания. Какие-то ценные вещи, которые я сразу увидел, например, золотые вещи, какие-то очень дорогие вещи. Тем более у своих людей, людей, которых я считал друзьями, с которыми мы относительно дружили до момента этого всего. Я забрал на свою территорию не с целью наживы, а с целью того, что я знал, что их точно заберут. Например, это золотые украшения, какие-то дорогие ноутбуки, скажем так, что-то очень дорогое. Я сразу забрал. Невозможно постоянно жить с ощущением, с мыслью того, что тебя сейчас придут убивать, насиловать и твоих жену и детей. Нужно чем-то занимать руки, голову и время. И ты живешь в этой реальности. Это неадекватное состояние, безусловно. И меньшее зло, что ты можешь делать, это ты находишь в этом преступлении для себя какую-то разумную мотивацию и какую-то пользу для окружающих. И ты понимаешь, что если с тобой что-то случится, то они помогут выжить твоей семье. И ты пытаешься как-то в этой коллаборации, в этих контактах и в том, что ты делаешь преступления, делаешь плохие вещи, но за счет этого выживаешь ты, твоя семья и окружающие, тебе не так противно. Меня зовут Олег, я живу по соседству с домом, в котором проживал Сергей, фамилию я его не знаю. Он проживал здесь уже где-то в районе, наверное, полугода сначала. Объяснял, что он беженец из Белоруссии. У него жена Лена и 3 детей. Поскольку дети и время было очень голодное и холодное, то все соседи пытались помочь, кто чем может. Кто конфет принесет детям, кто баночку меда, кто сахар. Все он принимал. Потом прошло некоторое время, и я увидал здесь милицию, машины. Происшествие случилось так.
ночью он делал, так сказать, обход домов, в которых не было хозяев. Но в одном доме хозяин таки был, и он заметил неладное в своем доме, в своем гараже. Там пропали детские вещи, пропало то, пропало все. Он взял туда, поставил видеорегистратор. На видеорегистраторе они узнали своего, грубо говоря, соседа, сообщили в полицию, и полиция его взяла. Когда приехала полиция, сделали поверхностный обыск. Обнаружили 7 велосипедов, 7 или 8 ноутбуков, огромное количество инструментов, огромнейшее количество продуктов, спиртного. Это просто склады были. Когда приехали, это все вывозили, то все это в одну машину все не поместилось. Все то, что он натащил. Ця людина во время окупації видавала себе за волонтера, казала, що допомагає там котам, собакам корм розводить, може картопельки, а сам ходив по хатам і вирвав речі, які йому не потрібні. Він залазив і в сараї, також у хати залазив, брав побутову техніку, брав золото, брав гроші. Їжа його не цікавила. Є відео, як він ходив по двору, мов собаку прикормив, там риженький пес такий, рядом з ним був. І коли приїхав сусід Іван, у нього одна камера працювала, він її не замітив, на жаль, дві він розбив з тієї сторони хати. А по цій камері, вона працює від сонячної батареї, відео засняло, як він був у дворі, як він заліз у хату, не показано, але він заліз у хату, взяв ключі, дублікати, відкрив сарая у сусіда, вивіз туди 2 велосипеди, взяв там речі, це такі, як шуруповерт, там, болгарка, це все, ноутбуки з хати повиносив, там десь якесь золото було трошки сховано. Потім Іван, коли приїхав, він його пізнав, але той бороду збрив, був з бородою, а Іван його подивився і по відео, і так наглядно його бачив. Позвонив у групу швидкого реагування, приїхав з міліції, і вони якраз тут стояли, просили в нього документи. Він сказав, що таке, з якому поводу, воєнний стан. Він каже, людина добра, будуть документи. Де документи? Дома. І його повели додому. І, на жаль, там у нього в дворі знайшли це все награбоване. Він почав відмовлятися, казати, що він награбоване повертає тим людям, які повертаються. А у самого там було дуже багато речей. У мене є, кстати, відео, що там у нього в дворі було, де, як. І там ті речі, загально він вигоражувався тим, що в нього 3 дітей. Діти голодні? Да, що він ходив голодних дітей, щоб було що їсти. Але ми, відповідно, коли виїжджали 10-го звідси числа, вже це 15-й день окупації був, то ми залишали і продукти в придбаннику, і все, воно їм було не потрібно, а таке лазив по хатам. Во время военных действий ходил по хатам, брал продукты, некоторые ценные вещи. Конкретно вот у человека взял 2 велосипеда, какой-то ноутбук и инструмент. Инструмент, там, шуруповерт. Вот. Ничего не бил, не ломал. Тем собственникам, которые приехали, уже вернул велосипед. Вот может подтвердиться. Вину сознаете? Вину сознаю. Сотрудничать будете? Буду сотрудничать. Коли відбулись події? Это все было во время военных действий, когда была оккупация. Число? Числа я не помню. Потому что все очень разбито все было. Сколько раз заходили? В разные помещения по разному количеству. Днів сколько раз? Не помню, честно, врать не буду. Покажите вещи. Все покажу, все по всем квартирам, где я был, я помню адреса и то, что я брал. Все окей. Це вікно було бите, і оце з етикетками, ще видно етикетки, я замінив вже вікна. Він заходив у хату, брав собі, що йому хотілося. А це оселя, там, де стояла камера, і засняла його той двір. Він заходив в хату, брав собі речі і так відповідно до кожної будівлі, де він був. Людина, мабуть, під час окупації спілкувалася з росіянами і вони йому давали вольною. Бо не багато людей були дуже багато розстріляли, закатували. А ця людина
осталося живою. І чому вона залишилася живою, я не можу пояснити. І на Да. велосипедах Він на їздив, велосипеді їздив спокійно. На різних велосипедах. Да, представлявся він, я ж кажу, волонтером, начебто, допомагати там людям. Дурив людей, дивився, де люди є вдома, де немає, а потім собі ходив по хатам. Было такое, что оккупанты останавливались здесь на своих БТРах и приносили продукты, потому что он вывесил на заборе «Дети», написал «Дети». Даже оккупанты остановились и заносили ему продукты. Чтобы он с ними общался, я не знаю. Были какие-то подозрения, что он работал, но это нам неизвестно. Я не могу ничего сказать. Все ценные вещи и неценные вещи, не считая тех каких-то медикаментов, которые мы передавали кому-то по нужде, каких-то минимальных там, ну, продукты, там еще что-то, то, что требовалось соседям. Я, например, давал велосипеды соседям кататься, да, у которых не было их, для того, чтобы более быстро перемещаться. Все имущество ценное сохранилось на участке. И 3 числа заходят украинские войска, вот эта неопределенность, она зависает еще большим знаком вопросом, а что делать теперь? Мой сценарий закончился. То есть я готовился к длительной оккупации, что вдруг она будет, что я должен обеспечить выживание себя, семьи и окружающих длительной оккупации. А для этого понадобится вот все, что я брал. Что-то, возможно, чрезмерно. И начинается новая реальность. Одних ребят жестко избили, привязали к столбу, сожгли их дом за то, что они мародерили. Кого-то убили. И я уже понимаю мозгами, что вот это все типа добро, которое у меня здесь находится, оно мне не нужно. То есть мы уже выжили. Я это никуда не продам, не передам. Ну, это абсолютно нереально. Вот. И не было такой задачи. И что сейчас с этим всем делать, я не представлял. И в то же самое время угроза вот этого всего – это новый риск для меня и моей семьи. Уже ездили волонтеры, развозили продукты, подкармливали собак. И частично они подъезжали к нашему дому и спрашивали, где тут кто живет, потому что мы на центральной улице. И я их водил, иногда развозил продукты, возил к собакам. И меня узнал собственник, у которого я был. Я его не знал, он меня узнал. Он вызвал полицию, они подъехали. Лена, документы дали. Покажите документы свои. Что скину? Это частная территория. Да, Тебя конечно, да, организовали. конечно. Они меня снимают, у меня публичная работа, поэтому я разрешаю. Полицейский был очень агрессивный. Он передергивал затвор постоянно, грозился меня расстрелять. Мы подошли к дому. Я дождался приезда других сотрудников и добровольно все выдал. Его имущество и других. То есть проблема разрешилась, начала разрешаться таким образом, в какой-то степени без моего участия. Я не проявил инициативу, сам добровольно не передал это первым. Меня увидели, узнали, и я передал полиции все. У вас на частной территории не просили с оружием. У вас должно быть разрешение. У нас военное положение сейчас, товарищ. Ну давайте расстреливайте нас тогда, если военное положение. Тут дети маленькие, если тут с оружием ходить, тут нету никого оружия. Насколько я знаю, его забрали в СИЗО на Лукьяновке, а его жену через день приехали люди, взяли ее с детьми, и по нашим этим самым, она уехала в Польшу. Позвонила Лена и говорит, моего мужа забрали там, я не знаю за что, я не знаю, что он сделал. Она не объяснила все истории. Потом я приехала в Киев, и Лена мне по телефону объяснила, что ее мужа забрали за мародерство. А потом Лена мне рассказала о том, что ее муж ходил по соседям, принес 3 ноутбука. Я, знаете, как человек, который, могу много кого оправдать. Наверное, 3 ноутбука надо для того, чтобы, знаете, дети, им там грустно, им там страшно. Потом она рассказала о том, что к ним в дом пришли оккупанты. У них были русские солдаты. Я говорю, Лен, что вы им говорили? Она говорит, мы ничего, они нас не увидели, мы спрятались. Я говорю, Лен, как спрятались? 3 детей, 8 месяцев, 3 года и 4, по-моему, да?
не помню там возраст этих детей. И она такая, ну, мы спрятались, я закрыла детям рты там, ну, короче, стало все понятно. А потом я спросила у украинцев, что происходит, и мне рассказали о том, что Сергей закапывал золото. Лена сама рассказала о том, что ее муж взял золото у соседей, спрятал его у себя во дворе, закопал. И со словами, если война закончится и все будет хорошо, то соседи вернутся, мы им вернем золото и за это возьмем деньги, за то, что похоронили это золото. А если будут русские, то мы сможем откупиться. А если вообще никто нас не заметит, то мы пойдем в ломбард и сдадим это золото, и будет нам счастье. Я позвонила ей, сказала: Лена, я не поеду тебя забирать. И я не забирала ее из Бучи. Жена оставила мне его документы. Все документы были у меня. Сказала, что если он придет, я эти документы... Да, через 2-3 недели он пришел. Сказали, что его выпустили под залог. Його потім під заставу випустили за 50 тисяч гривень. І це робили слідчі експерименти. І я запитання задаю, де людина проста, звичайно, взяла такі великі кошти. Для мене це дуже великі кошти. 50 тисяч гривень на сьогоднішній день, як немає роботи, це дуже великі кошти. Він і гроші вклав. І гроші за нього занесли. Статью, наверное, сейчас не вспомню, врать не буду. Ну, мародерство. 385, наверное, часть 4. Это кража особо крупная, да? Нет, это не особо крупное, это просто количество эпизодов. Особо крупная это 5-я, по-моему, часть. Там больше там какого-то 100 тысяч, наверное, что-то такое. Не знаю, если бы там все посчитали, может быть, там было бы и крупнее, я не знаю. Нам помогали собрать наши друзья. Я их не буду называть. Я вышел под залог. В какой-то момент, когда я по процессу следственных действий понял, что все идет к тому, что меня сейчас снова закроют, я решил рискнуть и выехать. Решил перемещаться через юго-западную Украину, через Чернівці, возможно, через Румынию, Молдову, там, по ситуации. Доезжая Черновцов, там 70 километров, нас остановил блокпост полиции. И очень долго нас пробивали, и оказалось, что ко мне вопросов у них нет, а оказались вопросы к водителю. Я понял, что я не в базах, и что мне нужно быстро уезжать. Суда не было. Я сейчас не имею контакта с адвокатом, чтобы ее никак не компрометировать. Я с ней это не согласовывал, ни с кем это не обсуждал. Я это сам принял решение и реализовал. Расскажи, что ты рисуешь, Настя. Но я не знаю, как это назвать. А как мама получит у тебя, и что она будет гадать, что ты ей нарисовала? Ну, я это назову технологией. Что, технология? Да. Ну, понятно, тут в горшках цветы, а тут еще не распустились, да? Да. А тут распустились. А тут камень технологичный, или какой он? Это золотой камень. А, золотой технологичный камень. А вот Это не телохранитель. а вот эти штандарты для чего? Для красоты. Разборы, турмы, море, праздник свободы. Ой! Первый звонок это был в ноябре месяце. Да, когда она в колонии была, уже карантин прошла там. Это дети не видели больше года, почти 1,5. Они когда увидели маму, они просто обалдели. И первый вопрос был у Насти: мама, а где папа? И Тоня, да, я видела, что как бы слезы на глазах. Она, Кнопочка говорит: папа далеко, его со мной нет. А Ваня вообще говорить не мог. Меня обличает совесть в том, что я что-то говорил в адрес других людей. Но я не считаю объективно, что моих показаний было достаточно, чтобы осуждать людей на такие сроки. Раз, тем более на смертный приговор, и тем более, что они действительно заслужили эти сроки. Тем более я давал это под давлением, под фактическими пытками. Соответственно, любые показания под пытками считаются непригодными для следственных действий, для доказательной базы. К Сергею Лукьянову у меня нет злости, у меня нет, я бы даже сказала, может быть,
растрачивать свои какие-то силы, которые у меня есть, именно на Сергея Лукьянова. Потому что я тоже верю в Бога, и я думаю, что Божья кара все равно есть. Творить такое зло и об этом не раскаиваться, или я вообще не понимаю, как может быть воцеркленный человек вот это вот творить, скажем так. Поэтому у меня есть силы, куда их направить. Это мои внуки. Если суждено моим детям сидеть 5,5 лет, значит, мне еще надо много-много сил. Поэтому я бы ничего не сказала. Его для меня нету. Просто нет. Я, конечно, понимаю, какое горе это для семьи, для детей, с учетом теперешних рисков, терроризм, расстрел. И вроде как от такого маленького человека, как я, зависит судьба других людей. И, возможно, даже от каких-то слов, которым я не придал значения в тот момент. Вот. А они могли послужить для этих людей большой бедой. И, безусловно, я, вольно или невольно причинив им боль и им реальные проблемы, я, конечно, прошу у них прощения, у их детей. Я понимаю, что просить прощения в случае такого горя для семьи — это мало, очень мало. Жизнь такая штука, бумеранг он догонит, и все тайное становится явным. Бог судья каждому, а хуже всего человек сам себе судья. Я считаю, что Сергей Лукьянов должен вернуться, должен быть выдан правоохранительными органами Польши, правоохранительными органам Украины для того, чтобы предстать перед судом и понести ту ответственность, согласно украинского законодательства, которую он заслуживает за те поступки, которые он содеял, находясь в городе Буча во время российской оккупации этого города. Таку людину треба посадити, щоб вона відповідно за свої злодіяння відповіла. Діти виростуть, дітям допоможуть, я і сам 3 дітей виростив, але це неправильно. Мародерство – це хуже, я не знаю, хуже чого може бути.